Ассаламу алейкум. Приветствую вас на канале инноваций горизонтальных связей. Сегодня мы поговорим с вами о успехах и упущениях в отрасли развития IT в Республике Ингушетия. В последние годы в Ингушетии отмечается ряд положительных сдвигов в области развития IT. Наряду с работой, проводимой Министерством образования и других министерств, заработал ряд общественных, некоммерческих и коммерческих проектов в этой области. К примеру, в 2020 году мы, группа в WhatsApp «Я полезнее Ингушетия», запустили один из первых в Ингушетии массовых образовательных проектов ИГС WebStar. Начали работать проекты «Код будущего», «Solva», «Коди» и другие. Большой вклад в популяризацию и развитие отрасли IT Ингушетии вносит интернет-сообщество «Интернет». И, конечно же, всех нас порадовала инициатива руководства региона и Михаила Гуцериева, основавших Академию IT в Ингушетии. Казалось бы, теперь можно откинуться на спинке дивана и наслаждаться созерцанием бурного процесса развития IT в Ингушетии. Делается многое, и люди смотрят с надеждой и оптимизмом в будущее отрасли. Однако с большим сожалением осмелюсь вас разочаровать. Если нас не услышат, то в реальности в ближайшие годы каких-либо существенных сдвигов развития IT-индустрии в Ингушетии не предвидится. Здесь не торопитесь писать комментарии о том, что я пессимист, пытаюсь кого-то упрекнуть или кого-то критиковать. Напротив, видя усилия и энтузиазм, прилагаемые руководством республики, направленные на развитие IT в Ингушетии, пытаясь донести до руководства республики детали и особенности, складывающиеся в IT-отрасли Ингушетии, без учета коих сложно рассчитывать на скорую и реальную отдачу прилагаемых усилий. Для лучшего восприятия излагаемого приведу образный пример из другой области. Можем ли мы назвать полноценным развитием деревообрабатывающей промышленности региона, если оно будет заключаться исключительно в вывозе ценных пород древесины на предприятия в других регионах, где из нее будут делать дорогую мебель или предметы искусства? Нет. Технологии будут развиваться там, где обрабатывают древесину. Рабочие места будут там. Налоги и товарооборот и уровень жизни будут расти там. Нам же останутся грязь на дорогах и жалкие крохи. Подобная ситуация складывается и в IT-отрасли республики. Основная масса реализующихся в Ингушетии IT-проектов носят образовательный характер. Отрасли экономики, в которых выпускники образовательных программ могли бы применять полученные знания, к сожалению, развиваются медленнее. Без развития полноценной благоприятной среды для развития IT в самой Ингушетии, без развития внутреннего рынка, спроса и предложения, плоды образовательных проектов Ингушетии в лучшем случае будут пожинать другие регионы или страны. Лучшие специалисты, молодые и мобильные, будут вынуждены искать работу в других, более экономически развитых регионах. IT-отрасль они будут развивать там, зарабатывать деньги будут там и тратить деньги будут там, налоги будут платить тоже там. Это, конечно, даст возможность для самореализации и трудоустройства многим специалистам, но на развитие отрасли в самой Ингушетии повлияет мало. Да, основная масса лучших специалистов, назовем их условно отличниками, ориентированные на зарплату 200 тысяч и более, уедут работать в Москву, Питер, а может быть Лондон или Берлин. Но сейчас нужно что-то делать, чтобы остались хотя бы условные хорошисты. Иначе развитие IT Ингушетии, оставшись в руках потенциальных троечников и двоечников, которым не за кем будет тянуться, рискует превратиться в пародию на развитие. Для самореализации в области удаленной работы и фриланса, когда специалисты, проживающие в Ингушетии, могли бы работать на заказчика из других регионов и стран, в свою очередь требуется определенный практический и коммуникативный опыт, приобретенный на региональном рынке. Негативное влияние на процессы развития индустрии, помимо исторически слабо сложившейся экономики, имеет и эффект ложной урбанизации, когда возникшие в последние десятилетия города населены в основном горожанами в первом поколении, по сути сельскими жителями с сельской же ментальностью.
Большая часть субъектов рынка вообще не видят смысла выхода их бизнеса в широкое информационное пространство. Исходя из логики, в нашем селе и так все знают, где магазин, а где рынок. Поэтому какие-то сайты или приложения нам ни к чему. Скорейшее решение по преодолению этих тормозящих факторов требует применения мер административно-информационного характера. Программисты, энтузиасты и общественники не могут самостоятельно справиться с этой ситуацией. Необходимо разбудить имеющийся, но находящийся в спящем состоянии спрос на услуги IT-специалистов. К примеру, на территории Ингушетии работают десятки рынков, сотни и тысячи торговых предприятий и предприятия, работающие в разных сферах услуг. Но в интернете вы не найдете ни одного сайта рынка, работающего в Ингушетии. Можно сколько угодно возмущаться дороговизной продуктов питания и промышленных товаров в Ингушетии, создавать ярмарки, развивать туризм и гостиничный бизнес, но до тех пор, пока предприятия Ингушетии не перестанут быть белым пятном на страницах глобальной сети, по большому никто к нам не приедет и ничего не привезет. Мы можем в наших смартфонах купить билет на самолет или поезд на любую дату и локацию в любой точке мира, но арендовать на завтра торговое место на рынке в Ингушетии не можем. Борьба за ананасы на Мархач прекратятся, как только крупные логисты увидят, куда конкретно они могут направить свои фуры с товаром, где для них стоянка и как связаться с тем, кто их встретит на месте. И причина не в том, что у директора условного рынка нет пару десятков тысяч рублей, которые он готов потратить на решение этой задачи, заказав сайт у местного специалиста, улучшая этим свой сервис и одновременно обеспечивая занятостью IT-специалистов. Возможно, это звучит банально, но до него просто необходимо правильно донести эту идею и необходимость, объяснить преимущества и перспективы. Необходимо административно поощрять предприятия, которые на своем сайте показывают, какой объем услуг они оказывают и каков их потенциал, какое количество людей трудоустроено, есть ли вакансии, как к ним подъехать, как с ними связаться и так далее. Поощрения эти могут быть просто в виде грамот от административных органов за призовые места в региональных или районных конкурсах на лучшие сайты или приложения. Необходимо организовать тематические семинары, конференции, приглашать на них адресно руководителей крупных и малых предприятий, где они напрямую от молодых специалистов могли бы узнать, какие услуги и за какие деньги могут быть им оказаны, какую пользу и перспективу получат потенциальные заказчики. Государственные структуры, министерства и ведомства также могут внести свой вклад в формирование спроса на услуги IT-специалистов. Для многих ведомств наличие штатных единиц IT-специалистов должны быть обязательным. Проводимый нами анализ показывает, что сайты многих ведомств построены на устаревших технологиях, содержат множество ошибок и уязвимостей, а порой просто не работают вследствие отсутствия технической поддержки. И, конечно, должное развитие данной отрасли невозможно без развития ее технической и технологической составляющей. Создание центров обработки данных, серверных, сервисов оказания услуг хостинга и конкурентного и качественного доступа к интернету. Это необходимо. Иначе для чего нашему обществу тратить ресурсы на обучение специалистов для этих технических отраслей, без которых, в свою очередь, невозможно полноценное развитие как самих специалистов, так и IT-отрасли региона в целом. Данная отрасль, конечно же, требует инвестиций, но она инвестиционно привлекательна и очень перспективна. Необходимо активно развивать инвестиционную среду, в том числе в виде целевых паевых фондов, акционерных обществ и других форм. Уже сегодня только участники и выпускники одного нашего проекта ИГС WebStart ежемесячно оплачивают услуги аренды, хостинга десятков и сотен сайтов. Будь поставщики этих услуг в Ингушетии, мы, как и тысячи других пользователей, могли бы перенести свои сайты, а также сайты своих клиентов на эти серверы. А это, в свою очередь,
даст стабильные многомиллионные доходы в товарооборот республиканской IT-индустрии, трудоустройство высококлассных специалистов и развитие самых передовых технологий. Наряду с вышесказанным на оживление IT-сферы могут положительно повлиять следующие шаги. Первое. Запуск и широкое анонсирование региональной фриланс-биржи IT-услуг, где потенциальные заказчики и исполнители могли бы подобрать контрагента на условиях безопасной сделки. Второе. Организация работы кабинета юридической помощи в области регистрации IT-предприятия, лицензирования видов деятельности и регистрации авторских прав на интеллектуальную собственность. И третье. Организация работы регулярного открытого регионального конкурса с небольшим призовым фондом, где молодые IT-специалисты могли бы развивать коммуникативные способности, обмениваться знаниями и заявить о своих достижениях. Необходимо учитывать, что для исторически промышленно отсталой Ингушетии в технологических областях, в том числе IT, необходим экспоненциальный рост. Темпами линейного роста мы не сможем достойно конкурировать с другими регионами, имеющими лучшую промышленную и технологическую базу. Поэтому Ингушетии жизненно необходима концентрация системных усилий как гражданских, так и административных институтов. На этом пока что все. Хорошо делай, хорошо будет.